Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Пожар в Тампонском районе действует менее чем в 2 километрах от райцентра. Глава территории и МЧС опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей Хандыги. Наш регион презентует свой инвестиционный и туристический потенциал в Татарстане. Там проходят Дни Якутии. День соцработника отмечают сегодня в России. Наши алданские коллеги провели один день с представительницей этой доброй и ответственной профессии, которая встретила праздник вместе со своими подопечными. Почти 20 детских и 5 трудовых лагерей начали работу в Мирнинском районе. Как можно записать своего ребенка? А в Ленске уже неделю организуют для учеников лагеря дневного пребывания. Не учиться, а отдыхать в школах. Ребята будут 21 день. Лесной пожар действует всего в 1 километре 700 метрах от поселка Хандыга. Огонь выжег 150 гектаров. Чтобы предотвратить угрозу, райцентру Тампонского района из Якутска направили группу пожарных и спасателей регионального управления МЧС России в составе 20 человек со специальным оборудованием. Также из Чурапчинского и Татинского районов направили 4 пожарные машины. Из-за пожаров временно без электричества остались жители 4 сел. Это Кыскил, Ударник, Крест-Хальджай, Ары, Талон. Из-за густого дыма специалисты не могут добраться до линии электропередач. После стабилизации пожарной обстановки персонал произведет осмотр линии, по результатам которой будут приняты дальнейшие решения. Напомним еще раз, дополнительно задействовали 4 бульдозера, которые роют минерализованную полосу. В 20 часов ожидается вертолет полярных авиалиний с водосливным устройством. Из Таты и Чурапчи направили 4 пожарные машины и аэромобильную группу. Всего мобилизовано свыше 100 добровольцев из числа местного населения. МЧС опровергла информацию о ведущейся эвакуации. Это подтвердил и глава района. По его словам, пока ситуация под контролем. Вопрос эвакуации не стоит. Но полиция ведет работу по информированию местного населения и предупреждает о такой возможности, если обстановка осложнится. Полосу перешел. Сегодня верховой пожар. Люди каждый день 2 смены мы работали, по 60-70 человек. Но несмотря на это, ветер поменялся. И ситуация ухудшилась. Наш противопожарный разрыв перешел. Где-то пожар в пределах у нас 1,5 километра сейчас. Население оповещено о возможной эвакуации. Сейчас проводим отселение детей и пожилых людей. Эвакуацию там вглубь поселка мы будем отправлять. Это общежитие горно-геологический техникум. Защиту объектов газового хозяйства усилили в пожароопасные дни. Специалисты ведут работу на магистральных сетях. По информации Сахатранснефтегаза, специальная техника и противопожарное оборудование находятся в готовности на случай возникновения пожара. Определен состав аварийных бригад. Проведены инструктажи с работниками, проверили наличие и исправность пожарного оборудования и инвентаря. Также организовано дежурство на газораспределительных станциях и в лесах. Кроме того, участки вокруг объектов очищают от сухой травы, кустарников, валежника и мусора. Все объекты отделены от леса минерализованной полосой. Теперь об эпидобстановке. Еще 101 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки. По информации оперативного штаба, из них в Якутске 62. В Мегино-Кангаласском районе 7 случаев, в Амгинском и Вилюйском по 6, в Верхневилюйском 5. Еще в 6 районах по 2-3 новых случая. За сутки лаборатории республики провели 680 исследований на ковид. Уважаемые жители, на настоящий момент, безусловно, наши районы, так же как и из республики, начинают выезжать жители нашей республики для проведения своего отпуска. У нас сегодня ряд санаториев, профилакториев, а также мест отдыхов на территории Российской Федерации в качестве условия выдвигают условия обязательного вакцинирования граждан. Я напоминаю, что в республике продолжается массовая вакцинация граждан республики. Во всех поликлиниках республики эту вакцинацию можно пройти. Врачи подробно рассказали о различии между российскими вакцинами от коронавируса. Напомним, что в стране на сегодня зарегистрировано и утверждено 3 препарата. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак».
Спутник Ви вводят двукратно с интервалом в 3 недели. Эффективность составляет более 90%. Ожидается, что иммунитет формируется на 2 года. Из побочных эффектов у привитых может подняться температура, появиться боль в мышцах, суставах и общая слабость. Применяют ее для взрослых от 18 до 60 лет. Вторая вакцина – это Эпивак Корона. Также вводится двукратно с интервалом 2-3 недели. Эффективность 100% в течение 1 года. Третья прививка – самая новая Ковивак. Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявили. Особенность препарата – он подходит людям с иммунодефицитом. Тем не менее, врачи отмечают, что все 3 вакцины противопоказаны беременным и кормящим женщинам, детям, а также больным онкологией, которые проходят химиотерапию. К другим новостям. Дни Якутии продолжаются в Татарстане. Там наш регион презентует свой инвестиционный, инновационный и туристический потенциалы. Особое место занимают товаропроизводители. На стендах «Сделано в Якутии». Более подробно о днях нашего региона в Татарстане расскажет Максим Кардозо. В Казани официально сегодня стартовали Дни Якутии в Татарстане. И с утра прошло уже несколько мероприятий. Хочу обратить внимание на 2 из них. Вот мы находимся у памятника Абдуле Тукаю. Это один из самых знаменитых, любимых сынов татарского народа. Это поэт, публицист, переводчик. Тот человек, который сделал для Татарстана очень много в духовном и в культурном развитии. И здесь прошло официальное возложение цветов якутской делегации. Такая дань памяти, оказание чести этому знаменитому человеку и, конечно же, всей Республике Татарстан. Также сегодня в Казани началась программа обучения управленческих кадров. В числе участников представителей Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Цель программы – знакомство с успешными практиками социально-экономического развития и технологиями государственного управления в Республике Татарстан. И здесь действительно Татарстану есть что рассказать и что показать, потому что эта республика, конечно же, находится в топе всех рейтингов, которые только возможны. По мнению экспертов, подобные сессии очень важны. И давайте послушаем, что сказал по этому поводу глава Якутии Айсан Николаев. Наш опыт, когда северные субъекты Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округа, Республика Саха-Якутия сами вот такую форму предложили, как обучение наиболее близких по природно-климатическим, в целом по географическому положению, по экономическому положению субъектов, и как раз обмениваются между собой лучшими практиками, учатся друг друга, учатся вместе у лучших в нашей стране. Я всегда за то, чтобы мы обучались у самых лучших. Вот. Безусловно, в нашей стране Республика Татарстан – это лидер по интегральному, наверное, качеству жизни людей, так, по тем инновациям, которые сюда внедряются и дают результат, в первую очередь для того, чтобы люди здесь жили лучше. В Казани еще день, мероприятия продолжаются, и на вечер намечено грандиозное открытие Дней Якутии в Татарстане. Это будет театрализованное представление, о котором вы тоже сможете узнать в эфире Якутии-24. Теперь о событиях в науке. Ученые оживили несколько червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Тем самым реализована давняя мечта писателей-фантастов. Открыли свидетельство того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Коловратки – одни из самых примитивных многоклеточных. Они могут переносить продолжительные резкие засухи. При недостатке воды быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха закончится. Специалисты службы земледелия считают, что живая почва – основа производства здоровых продуктов питания. Был произведен мониторинг состава земли. Сперва на поле специальным навигатором разметили площадку и по ее углам отбирали почвенный бур пробы по 100 граммов. Затем все это смешивали и доставляли в агроиспытательную лабораторию. Там определили минеральный состав, возможные процессы засоления и содержание тяжелых металлов, после чего дали рекомендации сельским хозяйствам. За год у нас проводится примерно 4500 анализов массовых проб. И по тяжелым металлам также, микроэлементы, радиометрия в почве. Но у нас очень много сейчас приборов стало. Вот новый pH-метр, метр Толедо, который у нас повысилась производительность его до 40%. Потом у нас сейчас определяются в почве нефтепродукты.
Это уже новые у нас методики. А также у нас тяжелые вот металлы начинаем определять, ртуть, мышьяк. Регион и федеральный центр разделят между собой обязательства по соцвыплатам на обеспечение жильем людей с инвалидностью и семей, которые имеют детей с инвалидностью. Половину возьмет на себя бюджет страны, а 50% бюджет Якутии. Ранее сообщалось, что в 2021 году наш регион направит более 46 миллионов рублей на эти цели. Обеспечиваются жильем граждане, которые встали на учет до 1 января 2005 года. Если вы хотите узнать информацию о своей очереди, можно написать в Инстаграм Министерства строительства Республики. День соцработника отмечают сегодня в России. Можно с уверенностью сказать, что это люди большой души и огромного сердца. И об одном таком человеке, Галине Голощаповой, расскажут наши коллеги из Алдана. Слово Татьяне Вахниной. Сегодня Галина Голощапова собралась посетить двух своих пациенток. К Кларе Афанасьевне Граниной она пришла рано утром. Первым делом Галина Геннадьевна, или Галочка, как ее называют пациенты, справилась у хозяйки о самочувствии, измерила давление и пульс. Галина Геннадьевна работает в отделении помощи на дому более четверти века. Сейчас в ее группе 12 пациентов. Отличный человек, трудяга. Вот. Я хотела бы даже, чтобы отблагодарили ее по работе, за ее отношение к нам, к таким вот людям. Вот. Она все делает беспрекословно. Даже не надо говорить, и говорить не надо, что это надо сделать. Она сделает все это сама. Работы здесь сегодня немного. Уборка и стирка были в прошлый раз, а вот цветы полить не мешает. Дома у Клары Афанасьевны настоящая оранжерея. Помимо декоративных растений, женщина выращивает комнатные помидоры. Соцработник ухаживает за Кларой Афанасьевной 7-й год. Их отношения давно перестали быть чисто служебно-деловыми. Попрощавшись с Кларой Афанасьевной, Галина Геннадьевна отправилась ко второй своей пациентке. У Нины Афанасьевны Лесковой запланирована помывка окон. Но сначала нужно сходить в магазин, купить кое-какие продукты. Заодно Галина Геннадьевна просмотрела лекарства. Некоторые препараты Нина Афанасьевна принимает постоянно, и запас следует пополнять регулярно. Прекрасный человек. Побольше бы таких в соцзащите, чтобы было. Хороший. Она умница. Она хоть что мне сделает, хоть что я попрошу дома. Даже вот по мелочам. Все-все. Хоть лампочку вкрутить, хоть батарейку заменить, хоть что. Молодец она. Я ей очень благодарна. В отделении помощи на дому Алданского управления соцзащиты числится порядка 200 пациентов. Уход за ними осуществляет 21 социальный работник. Милосердие, чуткость и умение принимать близко к сердцу проблемы другого человека – таковы профессиональные качества соцработников. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Цены на овощи и фрукты выросли в столице региона. Наша съемочная бригада сегодня побывала на крестьянском рынке в Якутске. Там цена за 1 килограмм помидоров начинается от 250 рублей, а за кило местных огурцов просят отдать 270. Чаще всего на прилавках лежат овощи, выращенные в хозяйствах Магана, Мархи и Тулагина-Кильдямцев. Что касается привозных продуктов, то они стоят дороже, чем местные, на 50, а то и на 100 рублей. Говоря о фруктах, яблоки начинаются от 200 рублей, бананы от 150, а груши по 220. Это объясняют тем, что доставка происходит по воздуху. Обещают, что в середине лета, в разгар сезона, цены на овощи снизятся. С местной продукции продаем огурцы саюровские, помидоры саюровские продаем. Скоро будут местные товары и дешеветь будет. Узбекские товары будут поступать. Все больше будет и дешеветь будет. Подешевеют они. Сейчас просто везут самолетом, поэтому сейчас они дорого. Сейчас больше товаров будет, и все подешевеют они тоже. Летом мы тоже надеемся на дешевые эти фрукты. Ярмарка белорусской обуви открылась для горожан. Продавцы говорят, что у них большой выбор для людей с проблемами стоп. Наш корреспондент Дмитрий Темыров посетил ярмарку и узнал, что предлагают на стендах. Что нравится, не стесняйтесь, берите, мерите. Вся обувь идет на проблемные ноги, цены от производителей. Более 100 фасонов летней и демисезонной обуви представлены сегодня на ярмарке. Все из кожи и, самое главное, для проблемных ног. В этот раз привезли мы летнюю обувь. Смотрю, у вас погода как раз к этому позволяет.
Вот. Босоножки, туфли, мокасины, вот такой ассортимент, тапочки есть, такие наподобие кроссовок что-то. Мужская обувь также представлена, также мокасины, сандали вот такого формата. По словам покупателей, действительно найти обувь для проблемной ноги в нашем городе очень сложно, поэтому им приходится посещать такие специализированные ярмарки. Я вот хожу, у меня нога, видите, как там с этим вальгус этот, я не могу подобрать себе. Почему сюда подошла посмотреть? А вообще я не одна, конечно, у многих такие ноги, по-моему. Есть. Да, я тоже так вот вижу у людей. Да, поэтому я себе куда не зайдешь, все для узких ног, ну, в смысле, для нормальных ног, узенькие там все, и каблуки сильно высокие. Ну, в общем, я, например, себе очень сложно не подобрать. И вот как раз здесь они могут себе подобрать то, что надо. Обувь на проблемную ногу, на широкую узкую ступню, на большой нестандартный взъем, на выпирающую косточку. Обувь очень мягкая, удобная. Размерный ряд женский идет от 36 до 43, мужской размерный ряд идет от 40 до 45. Белорусская ярмарка здесь, в торговом центре «Апельсин», будет работать до 20 июня. Организаторы приглашают всех горожан посетить их, пока имеется в наличии весь размерный ряд. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Работники дражного полигона Прииска и Рилях в Мирнинском районе заметили стаю лебедей. Птицы прилетают на это место второй год подряд. 5 лебедей вальяжно расхаживали по реке и не обращали внимания на работников производственного объекта. Стоит отметить, что в последние годы популяция этих водоплавающих в регионе выросла. По этой причине их не внесли в последнюю редакцию Красной книги Якутии. Но, скорее всего, это вызвано тем, что река оказалась для них более подходящей в том смысле, что здесь нет фактора беспокойства, так как оно находится как раз в зоне действия алмазодобывающего предприятия. Вход людей сюда запрещен, мало фактора беспокойства. Нету поблизости, значит, таких опасных домашних животных, как собак, кошек и так далее, что они спокойно могут там отдохнуть. Возможно, привлекла их и кормовая база данной точки. Теперь о погоде. Синоптики прогнозируют дожди в Верхоянском и на севере Тампонского района завтра, 9 июня. Также по данным УГМС в Алданском, Нерюнгринском и Усть-Майском районах местами ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В Якутске без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем южный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, днем поднимется до 23-25 по Цельсию. В Мирнинском районе начали работу 18 детских площадок и 5 лагерей труда. Как можно записать своего ребенка, узнала Анна Винокурова. Почти 100% заполнение уже сегодня. Все 18 детских площадок и 5 лагерей труда Мирнинского района укомплектованы. И даже на третий сезон, который начнется только в августе, попасть практически невозможно. В прошлом году лагеря работали в дистанционном режиме, и необходимость оздоравливать детей в летний период очень высокая, и потребность в этом направлении очень высокая. Ну и замечательно, когда дети под присмотром чутких воспитателей. Сегодня в Алмазном крае 10 тысяч школьников с 1 по 10 классы. Из них больше половины выезжают на летний отдых за пределы региона. Для остальных при школах и центрах дополнительного образования работают площадки дневного пребывания. Большинству детей режим самоизоляции и дистанционное обучение надоели. Пребывание в лагере им в радость. Если мы дома лежим или встаем, мы зарядку не делаем. Мы просто идем умываться. А в лагере приходим и ждем, когда скажут идти на улицу. Тут хотя бы что-то надо делать. Ну, дома просто ты лежишь, спишь, и все. Ну, либо сидишь в компьютере, как я. Все лагеря в районе работают с соблюдением определенных условий. Детей принимают со справкой об отсутствии контактов с больным COVID-19 в течение 21 дня. Каждое утро проводится термометрия. Лагеря все обеспечены рециркуляторами. За каждым отрядом закреплены отдельные кабинеты, где находятся дети. Также обеспечено условия для дезинфекции рук.
А у детей с ограниченными возможностями здоровья этим летом будет возможность не только отдохнуть, но и заработать. В алмазной столице начал работу лагерь «Мир без границ», аналогов которому в Якутии нет. Воспитанники лагеря будут благоустраивать Мирный, планируется посадка именных деревьев. Через 21 день, а именно столько будет действовать трудовой лагерь, школьники получат свою первую зарплату. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». А в учреждениях Ленской центре доп. Образования СРГ уже неделю организуют для своих учеников лагеря дневного пребывания. Не учиться, а отдыхать в школах. Ребята будут 21 день. Ежедневно у школьников трехразовое питание и план мероприятий. Какой досуг организовали педагоги и сколько ленских детей отдохнут в пришкольных лагерях, расскажет Светлана Балеева. Свежий воздух, веселые интеллектуальные игры – вот так начинается день у ребят, отдыхающих в лагере дневного пребывания в 3-й городской школе. Счастливые и довольные после вкусного сытного завтрака они вышли на пришкольный стадион, чтобы поиграть в любимую игру. Мы сегодня играли в цепи кованые. Что тебе больше всего нравится здесь? Мне здесь больше всего нравится просто крутиться на тренажере. Меня родители заставили, и мне тут нравится. Скучать детям точно не придется. Педагогами лагеря запланировано множество интересных мероприятий, имеющих развлекательный, а также познавательный характер. Дети заняты в кружках, танцы, рисование, футбол – все, что так важно в детском возрасте. У нас сейчас охват детей 100 человек. Это две профильные школы и 2 площадки дневного пребывания по 21 дню. Маленькие детки у нас расположены в интернате, и повзрослее мы находимся в школе. Организовано питание, определено и время для отдыха. Это важно для совсем маленьких отдыхающих, таких как Амелия. Ей только 6, и она только пойдет в 1 класс. Тут интересно, тут весело, и тут не скучно. И тут учителя тут добрые. И еще тут можно играть с детьми. Маша закончила в этом году 3-й класс. Она с большим нетерпением ждала летних каникул и открытия лагеря. Этот день у девочки обещает быть плодотворным. Впрочем, как и все остальные. Она довольна отдыхом и наслаждается им каждый день. Я тут отдыхаю, бегаю, играю в баскетбол, делаю зарядку, завтракаю. Для детей постарше работают группы декоративно-прикладного искусства и робототехники. Вот так весело проходит время у ребят. Всего организованным отдыхом в 3-й школе охвачено 100 детей, и рассчитан он только на 1 сезон, который закончится уже 24 июня. Стоит отметить, что во всех пришкольных лагерях соблюдаются все меры санитарной безопасности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутские стрелки привезли золотые и бронзовые медали за успехи в спортинге. Они отличились на чемпионате Европы, где выступало более 240 участников. Мастер спорта России Николай Кобяков из Кобяйского района выбил 182 мишени из 200 возможных и стал победителем в абсолютном первенстве. Кроме того, чемпион мира и Европы Аял Макаров, заработав 180 очков, занял 3-е место. А Василий Алексеев занял 3-е место среди ветеранов. Также среди юниоров завоевал золотую медаль 15-летний якутянин Рамир Николаев. Моим наставником и тренером был мой отец. Он мотивировал меня на победу на этих соревнованиях. Было тяжело держать этот психологический накал. Все 4 дня, которые проводили это соревнования, было очень тяжело держать себя в руках. Он помогал мне в этом очень хорошо. Поэтому я до конца дошел с таким же настроем. Закончил как победителем. И к новостям за рубежом. Малыши-карандаши. В Китае художник создает миниатюрные скульптуры из графитового грифеля. Наши коллеги побывали в гостях у китайского левши. Слово Яне Захаровой. Работы 23-летнего художника Ли Минцзюна сложно разглядеть невооруженным глазом, ведь его миниатюрные скульптуры вырезаны на кончике карандашного грифеля. По словам Ли Минцзюна, он ушел с основной работы, чтобы посвятить любимому занятию все свое время. Семья решение молодого человека не поддержала, однако он от задуманного не отступил.
Создание скульптуры из карандашного грифеля – это осуществление моей мечты. Мне кажется, что если никто не смеется над твоей мечтой, то за ее реализацию и браться не стоит. Художник говорит, что черпает вдохновение из повседневной жизни, вырезая фигурки кошек, за которыми ему так нравится наблюдать. Ли Минцзюн добавил, что своим искусством он надеется привлечь внимание молодежи к древнему национальному искусству. Если благодаря моим усилиям молодые люди поймут и заинтересуются мини-скульптурами, я буду чувствовать, что сделал для популяризации этого искусства и чего-то достиг. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах, регулярно мойте руки и держите социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до свидания.